остановить. И потому что мы все знаем, что произошла, говорили, бархатная революция, оранжевая революция. В мире произошла техническая революция. И сейчас пришло в России тоже к активной политической жизни то, что мы называем Y Generation. Это поколение молодых людей, которые не мыслят свою жизнь без интернета. Это информированные люди. И ими нельзя так управлять, как можно управлять человеком, у которого нет никакой информации. Поэтому я хочу сказать, что наоборот, люди, которые говорят о том, что Путин может продержаться у власти 2 срока еще, они утописты, это иллюзия, потому что информированный человек никогда этого не примет. Вопрос в другом, как грамотно строить политику, стратегию ухода этой изжившей себя власти. Второй момент. Почему-то один из участников сказал сейчас, что России необходим лидер. Я уже выразила свое мнение по поводу того, что я считаю, лидерство это обманное, фальшивое. Точно так же, как в России когда-то был уже Дмитрий, у нас теперь есть уже Владимир, имидж которого сконструирован 1500 профессионалов центральных каналов. Я хочу сказать, почему-то все эти лидеры, почему-то лидер «Право дела» Прохоров, они хранят свои деньги в Швейцарии, где нет никаких лидеров, потому что швейцарская демократия не признает лидерство. Это общество свободных индивидуалистов. И я думаю, что это направление, которое должна развивать Россия, и Россия должна стратегически, вы говорите, мыслить дальше, на следующие 20 лет. Я думаю, Россия должна мыслить тоже на 20 лет дальше, как Швейцария, чтобы развивать настоящее народовласть. Противопоставление власти должно быть всегда мирно. То есть вот это очень опасная грань, которую нельзя переступить. Потому что, как только что сказал Михаил Михайлович Касьянов, ни в коем случае нельзя скатиться в революцию. Потому что, как мы знаем, Россия в течение веков склонна к очень сложному ритму развития. Россия идет от стагнации к революции, от смути к сну, к летаргическому сну. И поэтому я совершенно согласна с сейчас выступившим Михаилом Михайловичем Касьяновым, который сказал, мы не должны допустить революцию. Ну как? А для этого надо говорить с людьми, им надо объяснять, что происходит в стране. К сожалению, в настоящий момент СМИ, средства массовой информации в России не работают так, как надо. Что в условиях монополии на средства массовой информации, в условиях, когда нет свободного телевидения, когда оппозицию не пускают на телевидение, а для современного человека все равно, для современного избирателя телевидение является основным источником информации. Вопрос, как мы можем верить этим данным опросов, если люди не информированы. Потому что когда люди говорят о харизме Путина, о любви к Путину, это все инсценировано в условиях отсутствия свободы информации, потому что он монополист. Вот когда вся оппозиция, когда как по Франции, в Америке, в Европе, когда весь политический спектр будет иметь возможность выступать на Первом канале, вот тогда можно будет говорить о том, каково реальное настроение людей. К сожалению, сегодня люди, особенно в провинции, люди не информированы. Потому что в демократическом обществе роль средств массовой информации – это роль посланника, это роль почтальона, который передает послание политических элит народу, избирателей. В России мы видим совершенно обратную картину. СМИ – это рупор Путина. Они занимаются только тем, что прославляют и пропагандируют вождя, который абсолютно не является настоящим лидером. Это человек, который, как было сказано, я согласна, он узурпировал власть. Я хочу сказать еще одну вещь, что у оппозиции должна быть очень ясная программа, и они должны консолидироваться. Потому что в некоторой степени русские люди устали, что оппозиция настолько раздроблена. Сейчас такой момент, что мы должны все объединиться, все, и я имею в виду и людей в России, и русских, которые проживают за рубежом, для того, чтобы отстаивать идеи демократии. И некий момент фатальности, потому что русскому человеку присущ фатализм. Очень часто русские говорят, ну, что делать, вот они такие, и им нет противоядия. Это не так. Мы сейчас видим, что русское общество проснулось, и нет фатализма, потому что власти пошли уже на уступки, о которых мы даже и не могли мечтать, потому что еще недавно никто не думал, что, скажем, прямые выборы губернаторов могут быть проведены ранее, чем через 10 лет. В то же время существуют опасности, потому что в настоящий момент режим хочет вернуться в некое подобие Советского Союза. Например, начался поиск врага. Как вы заметили, у нас в Брюсселе
человек, который очень враждебно относится к Западу, это посол России Ренат Рогозин, получил повышение. И этот дебат, который он вел в Брюсселе, агрессивный дебат, который не соответствует желанию россиян, поскольку мы все знаем, что россияне теперь живут везде, они живут в Америке, они живут в Европе, они учатся, путешествуют. Люди не хотят раскола, люди не хотят нового железного занавеса. И поэтому я думаю, от того, как поведут себя не только наши лидеры, но каждый из нас, зависит очень многое.